подпись фальшивая. Фальшивая подпись. Это законно? Так, без распростертых объятий, жители дома 6501 встретили новую управляющую компанию «Уютный двор». Это их первая встреча, и она началась с конфликта. По словам жильцов, они не подписывали соглашение о переходе в новую УК. В бюллетене совершенно чужая подпись, даже близко не моя. Вообще шокирована эта ситуация. Я даже и не знала, что мы ушли в уютный двор-то, оказывается. 30 октября бюллетень я подписала, когда я даже на свадьбе была у сестры в Самаре. А я подписала бюллетень. Как оказалось, не согласны с переходом в новую управляющую компанию и некоторые жители еще 3 соседних многоэтажек. У них такие же вопросы. Плюс собственники начали получать счета-фактуры от новой УК. В итоге финансовая неразбериха. Здесь стоит подпись, якобы от моего имени, она не моя. Это то, что вы переходите? Да, да. И у всех, у многих. И у нас большинство это в доме. Жители очень обеспокоены тем, куда ушли их деньги. То есть они ушли организации, которая фактически работы никаких не вела здесь. Всего в этой истории пока 4 дома. Все они были под управлением Яшлекфон. В этом году в Госжилинспекцию республики поступили документы, где собственники жилья уведомили о смене управляющей компании. Собственники приняли решение, что они будут управлять «Уютный двор». Передают в «Уютный двор». «Уютный двор» нам представляет, новый лицензиат представляет нам уведомление со всеми документами о том, что вот собственники приняли такое решение там, и так далее, и так далее. При этом должен и уведомить старую управляющую компанию. Мы рассматриваем эти документы, проверяем, какие нарушения есть, говорим. Если кворум есть, мы принимаем решение перевести новую управляющую компанию. Сейчас в законности переводов домов и проведении общих собраний разбираются суды. По дому 6510 иск жителей удовлетворен. 4 марта суд постановил, что решение о переходе в уютный двор недействительное. Собственники данного многоквартирного дома не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания. При расчете кворума организаторами собрания была занижена общая площадь помещения многоквартирного дома. Сторона истца представила заявление 67 собственников данного дома, в которых указано о том, что они не принимали участие в голосовании. Представитель ГЖИ РТ в судебном заседании подтвердил наличие данных заявлений, которые были направлены в правоохранительные органы для установления факта фальсификации голосования в ходе указанного общего собрания. При этом иск жильцов другого дома 6501 с такими же жалобами в минувшую пятницу городской суд отклонил. В итоге обе управляющие компании собираются обжаловать решение в Верховном суде. Просто идет в наглую, эксский захват. Мы вместе с жильцами будем отстаивать и их права, и наши. От жителей 65-го комплекса были обращения к нам о том, чтобы их дома перешли в управление к нам. Мы не имеем права собирать какие-либо подписи в бюллетенях, и мы не имеем права какие-то протоколы составлять в соответствии с этим, и комментировать этот вопрос я не могу. Окончательное решение за Верховным судом республики. Тем временем жители уже обратились в прокуратуру и Следственный комитет. Мы будем следить за этой историей. Салават Мухаммадуллин и Шатайпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.